Зажигательные звуки карная, горна, дойры и барабанов встречают гостей, пришедших на фестиваль плова, или, как его называют таджики, оша. Ведь в стране ни одно торжество не обходится без народной музыки, тем более День блюда, которое жители страны считают своим национальным достоянием, и которое, кстати, признано нематериальным наследием ЮНЕСКО. Плов в Таджикистане едят и любят все, бедные и богатые, взрослые и дети, говорит Караматулло Шарипов, 12-летний повар. Он сам научился готовить это блюдо, потому что считает, что лучше плова может быть только плов, сделанный собственноручно. Сегодня Караматулло решил показать свое мастерство душанбинцам и приготовить свой любимый рецепт – ош-як-баяк, 1 к 1. Если 1 на 1, значит, что все будет по-одинаково. То есть 1 килограмм, например, риса, 1 килограмм мяса и 1 килограмм морковки. На праздник приехали повара со всей республики, что делает его уникальным. Ведь в любом регионе и даже поселке страны, а в Душанбе даже в отдельных частях города, свои традиции и рецепты этого блюда. И у каждого мастера оша есть свои маленькие секреты. Я приготовил 3 вида, которые популярны у нас. Это плов новобот праздничный, в котором мы используем только телятину. Як-ба-як южный и регар заказной. Плов из 3 видов мяса и перепелок с добавлением бараньего курдюка, ну и несколькими видами секретных специй. В Таджикистане считают, что плов нужно не только уметь приготовить, но и правильно его есть. Чтобы почувствовать истинный вкус блюда, делать это можно только руками. Металлические ложки и вилки искажают ощущения. Вкусно! Попробовать столько видов плова за раз можно только в этот день, так что на праздник пришли десятки тысяч человек. К тому же плов дают бесплатно, и можно не сдерживать себя, пробовать все подряд. Я уже попробовал 10 видов плова и сейчас лопну. Все очень вкусно. Я даже специально приехал с севера страны, чтобы поесть плов. Уже попробовал 6 видов, самый вкусный, по-моему, канибадамский плов. Какой фестиваль без демонстрации новейших технологий? В Таджикистане придумали электрический котел, плов в котором получается не хуже, чем на костре. К тому же на таких котлах плов готовится быстрее в 2 раза. А после еды можно пойти потанцевать и повеселиться. Вокруг площадки с котлами настоящий карнавал. Хоть на сытый желудок это делать вредно, радостных людей такие мелочи остановить не могут. Пока люди развлекаются, специальное жюри выбирает лучшего повара, которому вручат новый телевизор и другие подарки. Но не это главное. Победитель прославится на всю страну, и его постараются перетянуть к себе лучшие рестораны столицы. Анушер Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.